Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут доктор Кайбар, я пластический хирург клиники Сакура. Помимо пластической хирургии, я также челюстно-лицевой пластический хирург и общий хирург. Можете рассказать о себе и своей профессии? Мне 29 лет, работаю в данной клинике уже более 6 лет, опыт, соответственно, в пластической хирургии также более 6 лет. Что нужно сделать, чтобы стать пластическим хирургом? В Казахстане, чтобы стать пластическим хирургом, достаточно закончить резидентуру по пластической хирургии. В наше время, когда мы заканчивали, была челюстно-лицевая и пластическая хирургия. Сейчас, 2 года назад, открыли в университете медицинском резидентуру уже только по пластической хирургии. Что нам необходимо сделать? Это поступить для начала в медицинский вуз, окончить общую медицину. В данный момент, насколько я знаю, она длится 5 лет. Дальше пройти интернатуру. В наше время интернатура была 2 года, и проходили мы по общей хирургии. В тот момент разделялось на педиатрию, терапию, общую хирургию, акушерство, гинекологию. И я выбрал направление общей хирургии. 2 года закончил интернатуру, итого 7 лет. Сейчас, насколько я знаю, у нас врач общей практики – это общий курс интернатуры, который длится 1 год. Далее вам необходимо поступить на резидентуру. В свое время я поступал на челюстно-лицевую пластическую хирургию, это длилось 3 года. В данный момент можно поступить сразу на пластическую хирургию, которая длится около 4 лет. Как проходит практика у хирургов? Практика у хирурга, как она проходит? Для начала, при поступлении в медицинский вуз на первый курс никто тебе не запрещает заниматься параллельно практикой. Ты для себя можешь уже выделить какие-то определенные сферы, где тебе нравится работать. Детская хирургия, общая хирургия, травматология, ортопедия. Одни из таких основных направленностей. Мне лично всегда нравилось работать в приемном покое. Это где оказывается экстренная хирургия, например, травмпункт, детский травмпункт и все в этом роде. Либо участвовать в ассистенции на операциях по общей хирургии. Это полостные операции, лапароскопии, лапаротомии, пересадки и все в этом роде. Главное не бояться и проявлять свое желание. Если есть желание, можно и заниматься практикой уже с первого курса. Но, конечно, желательно пройти какие-то базовые вещи, которые вы проходите на первых 3 курсах, и уже с полной уверенностью с 4 курса вы уже можете спокойно заниматься практической деятельностью в виде ассистенции врачам, в виде самостоятельных приемов в присутствии более опытного врача-наставника, который будет смотреть, как вы ведете прием, который будет помогать в каких-то хирургических манипуляциях, направлять, подсказывать. Это все легко и спокойно. И далее уже, когда начинается интернатура, как я уже сказал, по общей медицине, по общей хирургии у меня была. В этот момент мы проходим каждую отрасль хирургии по отдельности. И, соответственно, в каждом отделении необходимо себя показывать, проявлять, интересоваться. Если тебе понравится то или иное направление, ты уже можешь конкретно в нем себя развивать. Если ты мечтал стать пластическим хирургом, поступил в медицинский вуз, конечно, самое главное – это развивать навыки шитья, правильного наложения швов, как внутренних, так и наружных. Научиться шить косметическим швом, это внутрикожный шов, который оставляет идеальные рубцы, и, в принципе, в будущем они исчезают. Можете назвать самые оплачиваемые профессии в медицине? Пластический хирург относится к ним? Первым делом, отвечая на этот вопрос, я сразу оговорюсь, не идите в медицину, не идите в эту сферу здравоохранения ради денег. Суть не в том, что денег здесь вы не найдете, суть в том, что здесь надо быть отзывчивым, добродушным и, самое главное, порядочным человеком.
Потому что врач – это тот человек, которому люди приходят с болезнью, с какими-то переживаниями. И ваше дело вылечить как можно в кратчайшие сроки, не пытаться сделать денег на этом пациенте, не пытаться его болезнь затянуть настолько, насколько тебе это выгодно. То есть не ищем выгоду в этой профессии, в этой специальности. Если взять по самым высокооплачиваемым профессиям в медицине, в каждой стране, в каждом континенте есть свои разницы по оплате труда. Если возьмем Казахстан, в первую очередь хорошо у нас получают это профессора. Профессором можно быть в любой сфере. Это и травматология, повторюсь, да, даже терапия, даже педиатрия. Можно зарабатывать хорошие деньги. Если ты ас в своей сфере, если у тебя знаний столько, что народ это видит, народ идет к тебе и с радостью получает у тебя лечение. Ну, конечно, хирургические специальности оплачиваются выше, потому что это операция. Операция имеет какие-то нагрузки на врача, на медицинских работников. Вследствие этого у них и за счет нагрузки идет надбавка. Надбавка за работу. Если терапевт может за час принять 5 пациентов, а хирург может за час сделать полоперации, одну операцию, да? Здесь такого момента нету, мы не считаем, кто больше зарабатывает, но в соответствии с нагрузкой мы уже будем отталкиваться. Анестезиолог и реаниматолог, по-моему, самые хорошо оплачиваемые в Казахстане. Пластический хирург, здесь оплата уже идет. Но это частное учреждение, это не госорганизация. Госорганизация, да, стабильно, анестезиолог, реаниматолог хорошо получает. Но если брать частную практику, да, пластические хирурги достаточно хорошо получают. На уровне с другими врачами, может даже выше. Почему в казахстанских вузах нет специальности пластический хирург? Как я уже ответил, в казахстанских вузах есть специальность пластическая хирургия. Просто она появилась относительно недавно, около 2 лет, ну не больше 3, 2 года точно. Но единственный момент, на эту специальность не выдаются гранты, то есть это оплачивается специальность твоего кармана, с надеждой, что в будущем, конечно, эти деньги вы сможете вернуть уже в частной практике, на приемах, проводя операции. Этот факультет, эта специальность, пластическая хирургия, замечательный факультет, но на него набираются также определенное количество студентов, да, резидентов. Нет выгоды частным клиническим базам, которых как раз базируется кафедра пластической хирургии, набирать очень много студентов, потому что это будущие конкуренты для них. Поэтому количество мест ограничено. В среднем это от 5 до 10 человек в год, которые могут обучаться по этой специальности. Хорошо это или плохо, я не знаю, это уже на усмотрение других. Ну, это уже смотря, где ты работаешь впоследствии, после обучения, после резидентуры. Если ты устроился в хорошую клинику, либо остался в этой же клинике, где ты базировался, где ты начинал свое обучение пластической хирургии, где уже есть своя хорошая наработанная база клиентов, где известность этой клиники не только на один город, то есть в пределах одного города, а в пределах страны, может даже мира, то, конечно, такие деньги можно окупить и через месяц, и в течение полугода. Ваши пожелания будущим медицинским работникам? Самое главное, ребята, идите в эту специальность, вообще в медицину, только с одним умыслом. Это не навредить, самое главное. Это показать себя только с хорошей стороны. Не думать о деньгах ни в коем случае. Думать о том, как помочь другим людям. И не забывать о себе. Есть такое выражение: «Светя другим, сгораю сам». То есть не стоит забывать и о том, что мы тоже люди, о том, что у нас тоже может здоровье как-нибудь меняться в худшую сторону.
Поэтому, спасая жизнь другим, не забывай о своей жизни тоже.